В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Более 40 новых случаев коронавируса в Якутии. В каких районах ситуация остается напряженной? Медиков в Якутии начали премировать за выявление рака у пациентов. Сколько получают врачи за каждый выявленный случай? Коренные жители африканской пустыни сурикаты поселились в столичной квартире. Чем питаются необычные питомцы и как за ними ухаживать, расскажем в этом выпуске. Начнем выпуск с данных по коронавирусу в Якутии. За минувшие сутки в регионе выявили 45 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер региона Ольга Балабкина в ходе брифинга по эпидситуации. 35 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске, 3 случая зарегистрировано в Верхневилюйском районе. Также новые случаи зафиксированы в Нюрнбергском районе. Всего с начала пандемии в Якутии зарегистрировано 4844 новых случая COVID-19. Как сообщила Ольга Балабкина, сейчас завершается служебная проверка в Томодском психоневрологическом интернате. И предположительно, там могут быть заболевшие коронавирусной инфекцией. Сами по себе, к сожалению, в Нюрнбергском районе случаи являются случаями новыми. Да, значит, это у нас новые появились случаи. Что касается Верхневилюйского района, то так же, как и для всех остальных сельских районов, данные случаи являются непосредственно завозными соответственно, из других районов нашей республики, в том числе большинство из них пока является из города Якутска. В настоящий момент становится сложной ситуацией в более или менее спокойном с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации в Алданском районе, потому что заканчивается сегодня служебная проверка в Томодском психоневрологическом интернате, в котором непосредственно все-таки по результатам проверки у нас выявлены случаи. Предположительно, мы ждем подтверждения этих случаев, у постояльцев интерната в результате, непосредственно заноса вируса со стороны, персонала интерната. Служебная проверка, непосредственно сегодня будет завершена. По результатам проверки у нас на настоящий момент отстранен от должности, об этом я уже говорила, руководитель. Соответствующую, работу для того, чтобы сейчас усилить медицинское обеспечение в интернате, она проводится, и медиками за субботу-воскресенье еще раз проведено дополнительное медицинское обследование всех, кто находится в интернате, и оказывается соответствующая помощь. Между тем, Сеченовский университет успешно завершил испытание вакцины от коронавируса. Первую группу добровольцев выпишут из больницы уже 15 июля, вторую – 20-го. Как отмечают медики, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано. Ученые разделили испытуемых на 2 группы, одна из которых получила 1 дозу вакцины, а вторая – 2. В первые дни после вакцинации у добровольцев наблюдалась повышенная температура тела. Однако других негативных реакций не было выявлено. Все они чувствуют себя отлично. Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации и возможностью масштабирования производства. Медработников первичного звена Якутии начали премировать за выявление рака у пациентов. За каждый случай выявления онкологии во время диспансерного и профилактического осмотров медицинское учреждение получит 2800 рублей, из которых 500 заплатят врачу. Для борьбы с онкологическими заболеваниями открываются центры амбулаторной онкологической помощи. До 2024 года в Якутии намерены открыть 18 таких центров, 12 из них уже работают. Учреждения помимо консультации и диагностики могут проводить химиотерапию, назначать паллиативную медпомощь и реабилитацию. Онкологические заболевания занимают 2-е место в структуре смертности населения Якутии после сердечно-сосудистых. Ежегодно у жителей республики регистрируют более 2000 новых случаев злокачественных новообразований. 87 лесных пожаров действуют в Якутии. Это оперативные данные авиалесоохраны.
Общая площадь, пройденная огнем, почти 340 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского и Мирнинского районов, где зарегистрировано 52 очага природных пожаров. На их тушение привлекались 663 человека и 64 единицы техники. Для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты в готовности к применению авиации МЧС России и аэромобильная группировка. В Якутии началась летняя путина. Рыболовецкие хозяйства Булунского и Алайховского районов уже добыли первые 5 тонн рыбы. Всего же, по данным регионального Минсельхоза, в республике добывается 5000 тонн рыбы в год. В регионе завершился отбор для получателей субсидий на промышленный вылов летней рыбы для хозяйств с квотой добычи не более 75 тонн рыбы в год. Сумма поддержки почти 25 миллионов рублей. Всего на развитие рыбохозяйственного комплекса в республике в этом году предусмотрено 86 миллионов рублей. Большая часть из этих средств направлена на приобретение объектов технической модернизации рыбохозяйственного комплекса. Работники, временно переведенные на удаленную работу, получат гарантии сохранения зарплаты и соблюдения режима труда. Такой законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении на одном из ближайших заседаний. Документ дополняет и детализирует положение Трудового кодекса, посвященной особенностям удаленной работы. В законопроекте содержатся нормы относительно рабочего времени и отдыха работников на удаленке, в частности, их право быть офлайн. Документом также устанавливается возможность компенсации расходов удаленных работников. Законодатели предложили выделить 3 вида удаленной работы: постоянная дистанционная удаленная работа, временный перевод на удаленную работу и комбинированная работа, когда сотрудник может частично работать в офисе на стационарном рабочем месте и частично находиться на удаленке. Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по физике и истории. Результаты за экзамены участники узнают не позднее 27 июля. Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали почти 158 тысяч человек. Работа состоит из 2 частей, они включают в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. На экзамене можно использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. ЕГЭ по истории планируют сдавать около 120 тысяч участников. За 3 часа 55 минут им нужно выполнить работу из 2 частей и 25 заданий. За ходом экзаменов в регионах будут следить федеральные общественные наблюдатели, а также онлайн-наблюдатели и эксперты. Напомню, что ЕГЭ в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы. На благоустройство Айхала в этом году из муниципального бюджета выделили почти 18 миллионов рублей. На них планируют благоустроить дворы, заасфальтировать дороги и установить опоры уличного освещения. Какие территории попадут под благоустройство, выясняла Оксана Мезенцева. Во дворе одного из домов на Юбилейной шумно. Бетономешалка работает, строители ломают старое ограждение. Территорию готовят к асфальтированию. А это улица Кадзова. Во дворе у второго дома свежий асфальт. Участок в поселке облагородили благодаря программе формирования комфортно-городской среды. В общем, на нее выделили 11 миллионов рублей. Также будет произведен ямочный ремонт по всем дорогам. В общем-то, там порядка на 1 миллион рублей будут выполнены эти работы. Сейчас они отторговываются. Также отторговывается благоустройство стелы 30 лет Победы. Уже заасфальтирована и улица Попугаевой в Нижнем поселке. На территорию в 2500 квадратных метров выделили 7 миллионов рублей. На Соборной площади на клумбах зацвели петунии и бархатцы. Место одно из популярных у айхальцев. В администрации поселка критики и идеям по благоустройству только рады. Свои предложения можно оставить на сайте муниципалитета. Благоустроить, может быть, некоторые придомовые территории. Не по всем адресам существует и тротуар, и проезжая часть с хорошим асфальтом. Вот, допустим, на прогулочной коляске с мелкими колесами не везде можно комфортно проехать. Парковок побольше сделать, чтобы удобно было ставить везде машины. Сейчас у каждого транспорт вообще все есть. Но я считаю, это... В этом году благоустройством Айхала трудовые отряды не занимаются. Местная администрация обходится силами подрядных организаций. Прилегающие к зданиям территории благоустраивают предприниматели и предприятия Алроса.
Ждут айхальцы, когда благоустроят парк здоровья. Сегодня здесь есть пешеходная дорожка, по обочинам лесной массив. Пока там айхальцы выгуливают домашних питомцев, есть мусор. Однако и этому объекту дадут новую жизнь. Проект нового парка пока в работе. Будут ли здесь установлены лавочки или сделают скейт-дорожки, узнаем в следующем году. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Коренные жители африканской пустыни Сурикаты вполне комфортно могут проживать и в обычной квартире в Якутске. В этом убедился житель столицы Дмитрий Костромитин, у которого вот уже почти 1,5 года живут Сурик и Веня. Забот и хлопот с ними не больше, чем с обычной кошкой, зато радость, особенно детям, доставляют с головой. За жизнью зверьков в домашних условиях наблюдал наш корреспондент Александр Хавренко. Когда говоришь про сурикатов, первое, что приходит на ум, это герой диснеевского мультфильма «Тимон», веселый и беззаботный. Настоящие сурикаты мало чем отличаются от персонажа мультфильма. Веселые, забавные и очень любопытные. Их совершенно разные характеры. Допустим, если Сура, он такой более у нас, он моложе, ему 1,5 года сейчас. Если Сура, допустим, он какой-то у нас такой более игривый, более интересный, он задира сам по себе. Веня, он сам по себе тихий гораздо. Он такой, скажем, такой толстый дядечка, которому ломы встать с дивана. В быту сурикаты неприхотливы. С удовольствием едят куриное мясо, фрукты и овощи. В качестве деликатеса хозяин заказывает для них африканских тараканов, зоофобусов и сверчков. А после сытного обеда животные с удовольствием играют с детьми. С детьми они нормально, допустим, Веня ворчун, Сурик задира. Они, допустим, на меня какие-то обиды держат, но к детям они вполне нормальны по той причине, что они, видимо, понимают, что это ребенок. Они могут, по идее, если психануть, его укусить. Здесь с детьми они очень сильно так держат себя в рамках. Несколько раз хозяева пытались выгуливать сурикатов на улице, но буквально через 10 минут вокруг них собирается толпа людей с телефонами. Каждому хочется сделать фотографию с необычным заморским зверьком. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.